Модернизация взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Владикавказ закончится в назначенные сроки. Ремонт здесь ведется уже больше месяца. Ход работ лично проверил глава Северной Осетии Таймураз Мансуров. Главе сообщили, что длина полосы останется без изменений 3 километра, а вот покрытие будет асфальтобетонным. После ремонта воздушная гавань Владикавказа сможет принимать самолеты любого класса и без весовых ограничений. Первый технический рейс назначен на 30 октября, а уже 31-го аэропорт начнет функционировать по привычному графику. Я удовлетворен тем, как ведутся работы. Я знаю, что технологии, которые здесь применяются, это самые современные на территории России, в принципе, и в Европе тоже. Вот. Поэтому мне приятно, что практически без срывов, технические трудности с поставкой асфальта, битума. Чехия, которая из-за санкций могла приостановить поставку светотехнического оборудования. Слава богу, эти вопросы тоже решены. С 12 октября контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс работает по жесткому графику. Причина – угроза повторного схода сели. Пересечь российскую границу можно только с 7 утра до 6 вечера. Из-за нового графика на границе скапливается транспорт. С просьбой перейти на новый режим выступила грузинская сторона. К сожалению, пока не все водители знают о новой системе, поэтому автомобили продолжают прибывать на КПП ночью. Люди таким режимом недовольны, но к сотрудникам контрольно-пропускного пункта относятся с пониманием. Основная причина скопления транспортных средств перед пунктом пропуска, особенно на выезде из Российской Федерации, в связи с тем, что транспортные средства в ночное время прибывают на территорию пункта пропуска и стоят перед пунктом пропуска до открытия. Банк крови Северной Осетии сегодня пополнился очередным бесценным запасом. Сотрудники компании «Севкавказэнерго» приняли участие в акции «Подари энергию жизни». Передвижная станция переливания крови принимала добровольцев с самого утра. Здесь те, кто пришел впервые, а также почетные доноры. Ежедневно в крови нуждается огромное количество людей. Именно благодаря донорам удается спасать человеческие жизни. Сотрудники с готовностью отзываются сдать кровь. Это все понимают, что это реальная возможность помочь людям, которые попали в трудную ситуацию. Упаси Господь, но завтра эта кровь, которую мы сдаем, может понадобиться кому-нибудь из наших родных, близких. Никто не застрахован от несчастных случаев, поэтому я считаю, что проводить такие акции стоит чаще. В Северной Осетии прошли соревнования по плаванию среди команд МЧС со всего Северного Кавказа. В турнире приняло участие 9 команд. Это представители главных управлений, поисково-спасательных отрядов МЧС России, ПСКФО. В каждой команде 4 человека, 3 юноши и 1 девушка. Всем участникам предстояло преодолеть дистанцию в 100 метров, а также выступить в эстафете. По итогам результатов всех участников лучшей в первенстве стала команда из Дагестана, на втором месте представители Северной Осетии, бронза в активе Центра управления в кризисных ситуациях. Лет 13, как я регулярно хожу в бассейн. Очень люблю плавание, советую всем заниматься плаванием. Молодежный театр «Амуран» открыл новый сезон. Новая программа включила в себя только лучшие номера. Премьерная постановка приурочена к 10-летию Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. На сцене были показаны новые пародии, отражающие особенности остинского менталитета, и в свойственной театру манере продемонстрированы пороки современного общества. В новом сезоне поклонников студии ожидает множество интересных постановок. Артисты обещают, что свежие выступления будут ярче предыдущих. Наши национальные традиции настолько богаты, что мы не имеем права просто так потерять их, не задумываясь об этом. Вот. Кто-то работает над этим через поэзию, кто-то работает через агитацию. Мы своего рода тоже агитируем, но это делаем в форме юмора.